Так, время 16:05, я думаю, что мы с вами можем начинать. На самом деле я рада видеть вас, приветствовать участников проекта «Фабрика компетенций». Сегодня первое из занятий онлайн-недели, которую проходят все участники нашего проекта, перед тем, как попасть на непосредственно само очное участие, которое состоится у нас с 1 по 4 ноября. Вы подключились к нам, потому что выбрали, что для вас наиболее, так скажем, интересной тематикой, либо одной из интересных тематик является развитие креативных индустрий. Что это такое, с чем ее едят, что подразумевается под словом креативной индустрии, сегодня нам расскажет наш мастер, тренер, эксперт, организатор федеральных и международных платформ конкурсов, с которыми я знаком более 12 лет. Поверьте мне, это правда профессионал своего дела, Оксана Канарская. Сильно не буду спойлерить, потому что Оксана сама расскажет о своем творческом пути, потому что, правда, он настолько разнообразный, учитывая, что Оксана за, считай, считанные годы прошла большой, правда, путь от обычной девочки из Челябинской области, студентки технологического факультета университета Курганского, до руководителей, продюсера креативных проектов, которые вы, возможно, видите и смотрите на федеральных каналах нашего телевидения. Итак, Оксана, тебе слово. Да, спасибо. Я постараюсь уложиться в наши 45 минут. Изначально, да, спасибо, Эмилия, очень приятно слышать такие добрые слова от тебя. Вообще, меня зовут Оксана, я продюсер комедийных шоу, руководитель и создатель сообщества «Стендап Лига», и вот недавно я стала исполнительным продюсером стендап-фестиваля на ТНТ. Сейчас я расскажу в целом, почему я вообще пришла к вам, мой творческий путь. Здесь как раз-таки расскажем основные мои проекты, ключевые, которые я для себя выделяю как самые любимые и которые повлияли на меня очень сильно. Это, конечно же, наш любимый 2017 год. Я была организатором Всемирного фестиваля молодежи и студентов в городе Сочи. Мне кажется, там были все страны, там приехало больше, чем ожидали организаторы, и я там была организатором в фестивале ГТО. Далее, в 2019 году я создала стендап-лигу, и вот по сей день это главный мой ребенок, главное мое дело жизни. Чем я занимаюсь, это сообщество стендап-комиков, авторов, продюсеров, сценаристов, экспертов и тренеров по комедии. То есть это прям мое дело сейчас, на данный момент жизни. В 2019 году также я была экспертом форума Таврида. Если там кто-то из вас не был, я очень вам рекомендую, как только появится возможность, сразу же туда мчать. Потрясающий творческий форум. Я была экспертом на смене стендап и помогала молодым комикам пробиться на большую сцену уже со звездами. Тогда был стендап на ТНТ. И 2021-2022 год у нас запустился проект «Твой ход», очень классный проект. Я была руководителем полуфиналом на Юге и на Урале. Это было потрясающее событие. Эмилия вот со мной также там следовала. Была руководителем полуфинала, в 2022 году продолжила и стала на их финале руководителем полезной программы, где мы студентов вывозили во все министерства и знакомились с министром, продвигали их проекты. Кстати, большинство проектов было принято и одобрено министерствами, куда уже дальше они получили свой путь. И 23-й год я дошла уже до телеканала ТНТ. Ты случайно микрофон выключила. Я ничего не трогала. Вот. И я в 23-м году стала исполнительным продюсером стендап-фестиваля на ТНТ, и сейчас также уже разрабатываю на 24-й год от телеканала ТНТ на фестивале молодежи и студентов уже шоу «Вызов». Это шоу от ТВ3, но если вы не знаете, то ТВ3 и ТНТ — это одна и та же компания. Поэтому такой мой творческий путь. Все мои работы, хоть здесь где-то спорт, где-то творчество, это все связано с креативной индустрией. И сегодня я постараюсь уложиться и рассказать вам про то, что такое креативная индустрия, и про то вообще в целом, как развивать мультипотенциал в креативной индустрии, зачем это так важно. И это та боль, вот, которую я сейчас несу и рассказываю своей команде и ко всем, кто обращается, и развиваю это в себе. Как будет построена наша сегодня с вами встреча? Я буду рассказывать, буду задавать вам вопросы, очень рекомендую в них участвовать, потому что я вам сейчас о себе рассказала, мне очень интересно понять, кто меня слушает, кто будет.
И в конце я оставлю время обязательное на вопросы, контакты, и также расскажу, что делать дальше. Ну, если что, со мной здесь Эмилия, она меня поправит с тем, что делать дальше, если я уйду не в ту степь. Что? Тогда я предлагаю начать. Начну я с того, давайте начнем не с что такое креатив, я вернусь. Давайте с вами познакомимся для начала. Напишите в целом, из какого вы района, региона, и почему вы пришли сюда на эту встречу, чем вы занимаетесь, в какой сфере вы работаете, делаете проект. Очень интересно понять, с кем мы сегодня будем работать. Напишите в чат, я вижу чат. Да, пока у нас ребята отвечают, немножко прокомментирую. На самом деле у нас участниками проекта являются учащиеся психолого-педагогических классов Республики Башкортостан, преимущественно до 8-10 класс. Вполне возможно, что кто-то и помоложе здесь есть, возможно, даже есть выпускники школ. Поэтому это ребята сейчас как раз-таки, пока они в чате пишут, я думаю, прокомментируют. Возможно, кто-то занимается там более профильными направлениями, у кого-то там танцы, либо какие-то уличные субкультуры, да, как вариант. Это тоже можно отнести к креативным индустриям. И возможно, что, наверное, твои регалии больше бы, Оксана, понимали люди, кто из мира студенчества, которые знают про Тавриду. Но если говорить про школьников, то в рамках участия в движении РДД, движения первых, у них открыта возможность посетить Центр универсальных компетенций, который находится на базе Таврида, арт-кластера Таврида. Это университет креативных индустрий Меганом. Очень крутое, кстати, у них направление, это Меганом. Но... Да, меня почему-то система постоянно выключает, возможно, намекает, чтобы я уже передала слово тебе. Так, ну мы пока ожидаем, я не знаю, мне либо задержать. Меня тоже система постоянно выключает. Еще подождем немножечко. Поэтому, ребят, вы прям можете не стесняться писать в чате, то есть представляться, потому что на самом деле в рамках этого онлайн-подключения это ваша возможность заявить о себе, рассказать о себе. Напомню, что для прохождения в очный этап, который состоится с 1 по 4 ноября, где будет Оксана и еще 7 представителей треков, вам необходимо будет попасть как раз-таки через запись интервью, точнее видеовизитки, об этом Оксана чуть позднее скажет, но важная история, что Оксана и будет их отбирать, поэтому сейчас уже у вас есть возможность как раз-таки заявить о себе, сказать, что «Привет, меня зовут Анастасия, я там из такого-то города либо муниципалитета, или меня зовут Айгиза, и я занимаюсь тем-то, тем-то». Поэтому можете здесь проявить активность, а наоборот, она будет поощряться с нашей стороны. Оксана, пока ребята пишут, можешь немножко рассказать вот про последний твой проект, фестиваль ТНТ? Я так немножко наблюдала со стороны. Что это за мероприятие? Это было очно или это съемки на телевидении? Возможно, вы как-то с ВК-фест похожи? Нет? Расскажи нам, как людям не московским, чтобы вы немножко понимали, что это такое. Это был большой всероссийский стендап-фестиваль, который был со съемкой на ТНТ в конечном итоге. Вы можете его увидеть уже в ноябре. У нас немножко перенесся постпродакшн, то есть все еще идет монтаж. Будет 2 выпуска на телеканале ТНТ в ноябре. Вы увидите, будет ведущий Алексей Щербаков. Мы делали большой недельный фестиваль. У нас 5 дней комики приезжали со всей России. Мы, кстати, принимали и школьников туда. У нас даже прошел один школьник из 16 лет. А обычно вообще мы говорим, что это с 16 лет, но открою вам большой секрет, если вы вдруг вам там 14, и вас могут сопроводить родители, и там, мы единственное, что берем на телевидении, это разрешение в письменном виде от родителей, что они в курсе, и они не против, что вы будете сниматься. И у нас приходили участники, выступали перед экспертами, они получали сразу же обратную связь в целом по своему пути, то есть вы рассказывали свой стендап-монолог и получали обратную связь от очень хороших, крутых авторов и продюсеров. И далее те, кто прошел, у нас прошло 20 человек, они снялись уже на большой сцене, был Зеленый театр, это огромнейшая площадка Москвы, там собралось 3500 зрителей, причем удивительно, что был дождь, и люди пришли в дождь, мы выдавали всем зонтики под зонтиками. Если вы увидите на ТНТ, значит,
съемку, и вам будет казаться, что идет солнышко. Не верьте, был дождь, ливень, и все равно люди пришли и смотрели шоу. И у нас 20 комиков выступило. Каждый раз выбирали победителя только зрители. У нас было голосование шло, и было 2 передачи, и было, получается, всего 4 победителя. Так что вот я уже вижу написание. Сейчас посмотрю, кто у нас есть из Башкирии. Добрый день, пишет Ольга. Я педагог дополнительного образования из города Салават. Павел, я живу в регионе Республика Башкортостан. Я выбрал экологию. Да, я здесь прокомментирую, что на самом деле, так как у нас открытые встречи, к нам могут подключаться еще ребята из других треков, потому что им, так скажем, это может быть интересно. Ребятам из других треков, на самом деле, здесь будет сюрприз моей также встречи сегодня. Сейчас я еще немножко почитаю и продолжим. Да, у нас как раз отображается что-то еще Ирина из Красной Горки тоже печатает. Ребят, вы не только представьтесь, откуда вы, но и как вопрос задавать. Из какой сферы? Да, из какой сферы? То есть что вас связывает с креативной индустрией? Почему вы выбрали именно этот трек? Я думаю, мы на встрече еще очно, те, кто до нас доедет, конечно, очень близко познакомимся, но сейчас очень интересно в целом, да, кто из каких треков. Красной Горки. Интересно. Да. Очень будет интересно посмотреть, где находится Красная Горка. Мне кажется, они создают интригу, чтобы мы по географическому... Да. Ну, хорошо, давайте тогда... Или какое направление. Давай продолжим тогда. Давайте продолжим дальше, да, тем более у меня снова вопрос. Я буду очень рада узнать, что, по вашему мнению, как вы думаете, что такое креативная индустрия и какую сферу она забирает вообще, что это такое. Поэтому... Очень интересно узнать. Вот здесь как раз-таки мнение ваше, потому что обычно я получаю абсолютно разные ответы. Не буду спойлерить, буду говорить. Возможно, кто-то из участников может подключиться с микрофоном. Попробуйте. Если кто-то хочет ответить на вопрос, что для него креативная индустрия, то есть что ты представляешь. Если у вас есть возможность, потому что, мне кажется, в настройках ребята многие просто на послушать поставили режим. Это очень удобно. Я, как большой любитель подкастов, абсолютно всегда слушаю. Но по своему опыту скажу, что когда слушаю записи потом вебинаров и жалею, что, ну вот можно было здесь написать, вот здесь рассказать, вот здесь поделиться. Поэтому... Здесь просить в режиме здесь сейчас, а не ждать время, потому что потом вполне возможно, что у вас не будет возможности напрямую пообщаться с экспертом. Это такая очень удивительная, на самом деле, история, когда ты в режиме онлайн задаешь вопрос такому профессионалу. Я, наверное, здесь могу тоже рассказать, да, свое видение креативной индустрии, но для меня это, во-первых, вообще сам момент творчества, мне кажется, он может быть абсолютно в каждой сфере. То есть творчество может быть и в науке, может быть и в экологии, да, допустим, как у нас Павел написал, что он из другого трека, и может быть даже в спорте. То есть это соединение какой-то профессиональной области, но это опять же, это мое видение, профессиональной области и творческого какого-то посыла и так далее. Понятно, что креативная индустрия, если говорим, да, сейчас про развитие арт-кластера Таврида, оно включает в себя около 42 направлений школ, там начиная от иконописи, живописи и чего-то там еще, да, заканчивая это стендап, юмористический жанр, гастрономия, сыроварение и даже есть виноделие. Вот в прошлом году было 3 таких точки, то связаны с гастрономическим моментом, это тоже собой представляет креативную индустрию. Но пока у нас появились первые ответы, я думаю, что можно я их раз расскажу, и на самом деле, Эмилия, ты была, конечно, очень близка к этому, да, это соединение всего. Здесь нам как раз ответила еще Ясмина, это индустрия, в которой создаются различные творческие проекты, возможно. Это точно, да. Но я тогда, с вашего позволения, продолжу. Если будут еще мысли, вы можете ими делиться, я с удовольствием буду их зачитывать. На самом деле, креативная индустрия, если взять с точки зрения вообще в целом научно, как это описывается, это интеллектуальная деятельность, развивающая преимущество на идеях и технологиях.
технологиях. То есть есть всегда идея, какая-то технология применяется в ее воплощение, вот пошла эта креативная индустрия. Но единого списка направлений пока вообще ее нет. Вот единственное, что есть классификация ООН, которая рассказывает, что это креативная индустрия, это культурное наследие, это музеи, библиотеки, ремесла. И как раз, как здесь сказала Эмилия, ремесла, так, почему у меня переворачивается, простите, как раз-таки ремесла, это может быть и кулинария, и пошитье одежды, и абсолютно любое ремесло, что создается человеком, его руками, и потом превращается в продукт, это тоже область креативной индустрии. Это обязательно искусство, как исполнительское, то есть это театры, концерты, так и изобразительные, картины, скульптуры, все что угодно. Это медиаиндустрия, печатная, аудиовизуальная, то есть на самом деле вот наш сейчас вебинар мы тоже можем отнести к креативной индустрии. Продукции и новые медиа. Также и функциональный дизайн, мода, проектное обеспечение, ну и, в общем, абсолютно любые креативные услуги. Креативные услуги, ну, пример, очень хороший креативный продюсер, это вот как раз-таки услуги креативной индустрии. И как раз-таки вот здесь идет самая интересная фишка тех людей, кто к нам подключился из других треков и хочет нас послушать. Скажу так, что те, кто убирает трек креативной индустрии, здесь есть маленькая фишка в том, что креативная индустрия забирает практически все сферы деятельности человека. То есть будь вы действительно там повар, вам нужна креативная индустрия, будь вы педагог, вам нужна креативная индустрия, ее нужно развивать, ее нужно над этим работать, и она затрагивает абсолютно все области, которые помогают прокачивать человека уже как профессионала. Я думаю, ни для кого здесь не секрет о том, что, конечно, есть soft skills, есть hard skills. Hard — это то, что мы умеем прикладным, то есть мы умеем считать, мы умеем конкретно рисовать, что-то конкретно делать, то есть какие-то прикладные наши умения. А soft — это мягкие навыки, это как раз креатив, человек как себя понимает, развивает и вот это все делает. Поэтому развивать себя с креативной точки зрения и вот это направление полезно в любой абсолютно деятельности. И здесь все-таки человек, который занимается только с творческими, в основном сейчас людьми, это со стендап-комиками, сценаристами и авторами, возможно, открою для кого-то секрет. Креатив в целом, развитие креатива — это не какая-то талант, не что-то данное человеку от рождения. Если вам кажется, что вы вот сейчас, у вас нет креатива, это просто вопрос времени и вашего желания, потому что креатив пропадает. На самом деле он сразу говорит мне, что он меня выключил. Но ничего, мы справимся. А креатив можно прокачать вообще абсолютно легко, просто как мышцу. Абсолютно. Мы это доказываем в нашем проекте, мы об этом рассказываем. И я прямо сейчас, если вам интересно, могу вам порекомендовать даже книги. Сразу же, я как человек из области авторства, вам сразу буду рекомендовать. Если вы вдруг хотите прокачать креатив, неважно, чем вы занимаетесь, это, во-первых, Остин Клеон «Кради как художник» есть. Вот такая вот книжечка у меня. Остин Клеон «Кради как художник» есть как книга, так и творческий дневник, где есть задания на каждый день. Если вы будете выполнять задания, вы можете абсолютно прекрасно это все развить. Ну, например, там есть такое задание: включите передачу без звука и придумайте ей диалог, и напишите этот диалог. Очень интересные задания, которые вам позволят вообще развить этот навык. И вторую книгу, чтобы развить ваш креатив, я вам порекомендую Марк Леви «Гений внутри». Это фрирайтинг, искусство фрирайтинга. Хотите прокачать, на самом деле, простейшее упражнение — это начинаете заниматься фрирайтингом. Берете листочек, убираете книги, закрываетесь в комнате, ставите будильник на телефон, убираете телефон и 10 минут просто пишите мысли у себя. То есть вы можете писать все, что угодно. Я, например, часто пишу: как же мне надоело это писать, я не знаю, что писать, вот пишу, сижу как дура. Это то же самое. И на самом деле очень много в студенческие годы мной с помощью фрирайтинга были написаны даже курсовые, когда вот все никак не садится, хочется отвлекаться, хочется смотреть что-то другое. Пописала фрирайтинг 10 минут, все мысли выгрузил, и начинаешь уже идет поток, чтобы делать. Итак, в творческой среде, занимаясь каждый день по 10 минут фрирайтингом и занимаясь упражнениями вот из творческого дневника,
вы можете прокачать эту мышцу, потому что это доказано нашими авторами, сценаристами абсолютно всех телешоу. Если вы когда-нибудь познакомитесь с креативными продюсерами телешоу, и вот именно из творческой среды, они обязательно вам скажут, поделятся, что они занимаются фрирайтингом, и, конечно же, все знают Остина Клеона. Те, кто доедет до нас очно, я обязательно привезу пару книжек Остина Клеона, именно дневников, и подарю пару самым активным студентам, потому что я являюсь как раз хотела сказать, что на самом деле мы готовы разыграть эти книги среди тех, кто именно приедет на очную встречу, чтобы у вас уже сразу 4 ноября... Я обязательно их привезу, и обязательно подарю ребятам эти книжки. Так, ну продолжим тогда дальше. Только почему-то у меня не хочет у меня дальше листать. Презентацию в полный режим. А можно перезапустить? Ага, я сейчас попробую. Я перестала быть ведущим. Все, я снова стала ведущим. Значит, что касается нашей страны, то в России сейчас вообще нет на законодательном уровне вообще понятия креативная индустрия, но работодатели и люди в проектах очень активно ее используют, поэтому как раз-таки можно ей этим пользоваться. И пока я рассказываю, как раз-таки вопрос к нашей аудитории, если кто-то хочет поделиться своим мнением, как вы думаете, от чего зависит вообще в целом развитие креативной индустрии в вашем районе? Как вам кажется? Вот обязательно напишите, будет очень интересно поговорить об этом с вами, про развитие креативной индустрии в вашем районе. Но касаемо вообще, пока как раз пишут, расскажу такую историю, что все креативщики, конечно, развивают креатив у себя индивидуально, это легко развивается индивидуально, но необходимо, конечно же, собираться в какие-то некие группы. То есть, когда идет работа команды над каким-то творческим проектом, либо, как вы уже поняли, возможно, не творческим, но относящимся к этой всей истории, то обязательно собирается группа, команда, такой творческий класс креативный, и необходимо всегда работать в команде и собирать самые-самые лучшие сливки от этой истории. Поэтому вот я уверена, что, скорее всего, у вас есть команда. Насколько мне сообщила Эмилия, вы все приедете к нам уже с какими-то проектами. И обязательно будем ждать вас командами, если возможно, ну и по одному. Система все намекает нам, что пора зачитывать ответы. Подключиться. Вот, Ярослава пишет, что зависит от количества мест, в которых можно креативить и встречаться, также от наличия креативного комьюнити. Ага. Если будет кто-то еще интересно писать, здесь видно как раз тут пуш, будет, да, тоже интересно. Ну да, как сказала Ярослава, и тоже вот подтверждение слов, что комьюнити, конечно же, очень важно. Пока еще подождем, расскажу маленький комментарий про комьюнити. Если вдруг у вас возникает вопрос, опять же, а где же мне найти комьюнити, вот у меня его нет рядом, на самом деле дам такой совет, что просто занимайтесь своим делом, и люди к вам обязательно придут, потянутся, дойдут, потому что изначально, когда я делала свои проекты, я, конечно же, искала сама, пыталась вот найти кого-то там из друзей. И если у вас есть друзья, которые с вами в одном вашем направлении идут, это здорово, вам безумно сильно повезло. Но, как показывает практика, чаще потом в будущем в работе над проектами творческими к вам люди эти будут идти сами, становиться вашими будущими друзьями. Но когда уже спустя какой-то год вы будете смотреть на свое окружение, своих друзей, вы поймете, что они к вам пришли на проект, и дальше вы уже начали с ними работать. Поэтому здесь про комьюнити, оно обычно само собирается сразу вокруг проекта, и люди сами высказывают свою заинтересованность. Отвечу тогда на вопрос, пока у нас ответил только Ярослава, что зависит от количества мест, в которых можно креативить. И здесь я открою такой секрет, который я, конечно, для себя вывела. Мой секрет маленький моей работы — это то, что на самом деле от количества вот этих мест оно абсолютно не зависит. Ну, я расскажу, наверное, самый такой
уже использованный всеми примеры. Это компания Apple, которая создавалась вообще в гараже. Если вы не читали, почитайте, очень интересная история создания компании Apple. Просто первое, все, что у них шло, это создание в гараже. Также расскажу, как работают креативные продюсеры многих шоу, я в том числе, как человек, работающий над разными проектами. Очень часто создаются первые какие-то наброски дома в тишине, потому что вот я сейчас тоже нахожусь дома, и после вебинара пойду работать над своими креативными проектами дома, потому что в тишине часто как креативная комьюнити тебе очень сильно помогает, и без него ты не сможешь работать, так и оно же часто отвлекает на каких-то моментах, поэтому очень часто нужно людям уединение. Но, и это тоже не главное, на самом деле креативная индустрия зависит от состояния души человека. Вот если человек хочет развивать креатив, хочет увлекаться, увлекаемо, креативные люди, они обычно увлекаемы, интересующиеся, с горящими глазами к проекту, я об этом тоже расскажу, про горящие глаза, это самый важный, наверное, аспект, чтобы горели глаза и была любовь к той деятельности, тогда в целом креативная индустрия начинает развиваться сама, и неважно. Очень много комиков пишут свои шутки в KFC, во «Вкусная точка». Вы очень много встретите довольно таких хороших комиков. Если когда-нибудь приедете учиться в Москву, вы можете легко найти комиков в каком-нибудь KFC, потому что вообще неважно где, лишь бы был бы стол, и можно было бы посидеть, поштурмить. Ну и вот как раз я рассказывала про креативный класс. Это как раз-таки, когда вы собираетесь сообществом, это уже не мои слова, это уже взятые слова великих американских экономистов, то, что это большое множество творческих людей, которых формирует среда и у которых появляются рычаги для создания инноваций, потому что креативные люди создают что-то новое. Как раз сказал Ричард Флорида, это американский экономист, когда они начали в Америке развивать вообще это направление, что креативный класс — люди, которые меняют будущее, чему в целом я вам всем желаю: развивать креатив у себя, развивать себя и менять будущее, неважно в каком направлениями. И опять попробуем тоже узнать ваше мнение. Какими навыками, по вашему мнению, должен обладать современный человек в креативной индустрии, чтобы стать вот этим новатором? То есть, чтобы грамотно развивать вообще свое дело, чтобы оно двигалось, чтобы был проект, чтобы неважно, был ли это. Пока ребята отвечают, я могу спросить это, кстати, и у Эмилии, по ее мнению. Как? Я бы сейчас, наверное, больше не стала отвечать на этот вопрос, все-таки подождем версии ребят. Пока что вижу, что только Ярослава печатает, возможно, что кто-то еще тоже к нам присоединится. Здесь, наверное, хотела бы прокомментировать по поводу обилия, да, так скажем, американских деятелей, которые часто в индустрии в креативных индустриях проявляются. Просто прокомментирую. То, что так получилось, что именно западный мир, ввиду развития кинематографа еще в начале 19 века, просто исторически так сложилось, что именно на их территории это было, так скажем, более... То есть у них как раз-таки была создана инфраструктура, было создано событие для того, чтобы это развивалось. Началось это все со времен кинематографа. В 20-е годы прошлого столетия появился Голливуд. У нас тоже в России был, да, так скажем, Сергей Эйзенштейн развивал тоже киноиндустрию, и временами кино уровня 30-х годов прошлого века, оно даже было технологически лучше, чем западное, французское, в том числе американское, но просто так сложилось, что большей частью у нас на территории нашей страны была Великая Отечественная война, Вторая мировая война, и из-за этих последствий получилось так, что, объективно, нашей стране было как-то немножко не до креативных индустрий, но так или иначе они проявлялись. Вот к нам сейчас подключился пользователь 183. Можете, пожалуйста, выключить микрофон? Вы нам мешаете. Я думаю, что нам технический администратор сейчас поможет. Так, проявление креатива может быть разным. Так, я пока зачитаю. Да, согласна, во-первых, с тем, что сказала Эмили. Действительно, в Америке... Жопа. Каждый проявляет креатив как может.
не к сожалению, может быть, и к счастью, почему многие спрашивают, да, почему много-много Америки как раз-таки в этом направлении, только потому, что кинематограф и телевидение у них чуть шло дальше, чуть вперед, поэтому да. Я пока зачитаю, да, у нас есть ответы. Это Ярослава пишет, что открытость, целеустремленность, лидерские качества, ответственность. Павел пишет, я думаю, экология, если будет экология, то редкие виды животных или грибов, это важные виды животных, мы бы не смогли жить. Да, как даже без любых растений. Лиза пишет, интерес, креативность, идейность. Да, очень с вами согласна со всеми доводами. И сейчас я вам расскажу, от чего зависит. На самом деле от всего понемножку зависит грамотное развитие человека. И сейчас как раз-таки мы переходим к теме, к которой я вообще в целом шла, о которой очень много говорят в последнее время в целом во всей креативной индустрии, ну, по крайней мере, в проектах федеральных и, вот, как я говорю, международных тоже об этом много говорится, обсуждается. И поэтому, когда Эмилия мне предложила встречу с вами, я как раз и сказала, давай поговорим про мультипотенциал, потому что это сейчас самая горящая тема, которая обсуждается в очень-очень многих местах. А вообще, в целом, что такое мультипотенциал? И если вы ведете просто в гугле мультипотенциал, вам выведет рассказ про людей мультипотенциалов. Вывел их, по-моему, это эстонский, я могу ошибиться, эстонский уже психолог. Мультипотенциалы — это люди, вот, ну, я вам расскажу, если вы вдруг говорите, я не знаю, кем я стану, когда я вырасту, возможно, у вас есть задаток мультипотенциала. То есть мне 29 лет, и я также до сих пор говорю, я не знаю, каким я хочу стать, когда вырасту. Это как раз-таки главный маркер человека мультипотенциала, человек, который увлечен всем, который интересуется всему понемногу, ему очень сложно заниматься усидчивостью, и он хочет все, и по итогу и главная проблема, что они сильно распыляются. Об этом есть много научных трудов, об этом есть очень много книг, но в последнее время вообще в креативной индустрии и среде говорят про мультипотенциал, как раз-таки с чем я хочу вам рассказать, это о мультипотенциале поговорить. Это нет еще термина, еще нет каких-то научных историй, поэтому я вывела это пока то, как я это вижу, то, как это видят мои коллеги, с кем я общаюсь и активно работаю, это способность гармонично соединить в себе несколько совершенно разных навыков по различным сферам деятельности. И соединить данные навыки в единую большую компетенцию. То есть это та история, когда вы берете все лучше от мультипотенциалов, которым в целом очень интересно жить, очень увлекающиеся люди, и вбираете в себя это искусственно. И чтобы стать успешным в именно креативной индустрии, получить успешную творческую профессию, либо если вы выбрали не самую творческую профессию, но хотите внести туда немного творчества, как раз-таки мы рекомендуем вам развивать мультипотенциал у себя. Что это значит? Представьте, каждый из вас занимается проектом, вы сюда пришли не просто так послушать. Кто-то из вас руководитель проекта, кто-то из вас, возможно, фотограф, медийщик, креативный продюсер. Те, кто до нас дает, мы, конечно же, будем разбирать, чтобы обязательно в каждом проекте был и креативный. Я очень много говорю слово продюсер, как раз-таки это на самом деле организатор, руководитель или менеджер направления. Мы тоже это будем обсуждать, чем же отличается продюсер от просто организатора. В каждом должен, неважно, какую вы занимаете точку, какую вы занимаете роль в команде проекта, я очень рекомендую развивать мультипотенциал. И я считаю, сейчас, да, ты скажи, прокомментируем. А у тебя выключен звук, Эмилия. Да, на самом деле такое происходит, и я внутренне была готова к тому, что наше первое занятие будет вместе с этими ребятами, которые сейчас высказывают эти слова. Поэтому мы им всем желаем приятных занятий математикой, потому что они сейчас на математике сидят. И я думаю, что мы с вами продолжим, просто не будем на этот момент обращать внимание. Каждый для себя берет от этой конференции то, что считает нужным. Каждый проявляет креатив как может. Да, абсолютно верно. Я даже не злюсь.
Значит, вернемся. И я очень рекомендую развивать мультипотенциал. Это то, что сейчас максимально в тренде. То, что сейчас максимально в тренде среди специалистов этой индустрии, довольно-таки высоких, довольно-таки успешных, это значит, что вы, занимая любую роль в своей команде, должны обязательно увлекаться и развивать в себе дополнительные навыки. То есть, если вы выбрали путь, допустим, руководителя проекта, да, конечно, вам нужно знать, как управлять командой, изучать там книги по управлению командой, понимать, как ведется проект. И порой часто ошибка начинающих руководителей как раз-таки проектов, например, в том, что есть дизайнер, он нарисует. Я не буду этим заниматься, пусть дизайнер, он разберется. Я вот узкий в этой специальности. Есть специальность, например, есть фотограф, я не буду этим заниматься, я не буду узнавать, как, например, стоят камеры при съемке видео. Как раз-таки я рекомендую развивать мультипотенциал, это узнавать, какие есть методы дизайна, какие есть шрифты там, у дизайнера, как выставляются камеры. Вы будете по чуть-чуть узнавать из всей сферы, с какой вы только сталкиваетесь, тем самым наращивая свои компетенции, что в будущем вам поможет, во-первых, поднять себя на уровень выше, как специалист. Вы повысите себя на уровень выше как специалиста. Также вы будете разбираться в своей сфере и лучше взаимодействовать с другими. Тут у нас программа решила совсем проверить наши пальцы. Вот, с другими специалистами, и это поднимет вас. Плюс есть такой хороший подводный камень, приятный подводный камешек, который скрывается за развитием мультипотенциала. Если вы будете интересоваться не только своей профильной задачей, а вы ее должны не упускать, но также еще развиваться по чуть-чуть в будущем, если вы вдруг когда-либо решите сменить немножко деятельность по любым причинам, вы буквально легче перейдете на следующий уровень, на следующий класс, на который вы хотите перейти. Мой прекрасный пример из жизни. Я 5 лет развивала студенческий спорт, я очень это любила. Я работала в большой федеральной организации по студенческому спорту, но в какой-то момент приняла решение, что очень хочу развиваться в стендап-комедии, так как я уже занималась и развивала эти все направления, мне это позволило более мягко перейти уже в творческую среду со спорта. И поэтому очень рекомендую об этом подумать, об этом заниматься. Естественно, те, кто придут на офлайн, мы будем писать проекты, мы будем заниматься проектами, но и про мультипотенциал мы в том числе будем и разговаривать. Но как же развить в себе этот мультипотенциал? Есть несколько китов, которые как раз-таки развивают мультипотенциал. Это первое — любопытство. Всегда интересуйтесь. Не бойтесь прочитать книгу, если вы вдруг даже это не по вашей теме. Пример из жизни. Когда-то я для своего проекта искала маркетолога и не могла его никак найти, и все искала, все смотрела. И один мой наставник сказал мне, что, слушай, лучший маркетолог своего проекта — это как раз-таки руководитель проекта. Мне хватило прочитать 2 книг, я не стала специалистом в маркетинге. Кстати, если кого-то интересует, есть и маркетинг, но если вы хотите блеснуть умом среди профессиональных маркетологов, называйте маркетинг. Я опросила много маркетологов, они мне это подсказали, я делюсь с вами. Вот, что профессионально это маркетинг, но и так можно. Прочитав пару книг, я подчеркнула для себя очень большие знания, просто маленькое увлечение, мне хватило месяца, чтобы подчеркнуть и идти дальше в своей сфере, нести этот проект и нести себя в этом направлении, в творческой как раз-таки среде. Не бойтесь прочитать статьи, даже не по своей теме. Если не разбираетесь, спросите у тех, кто разбираетесь, это вам в будущем поможет очень. То есть любопытство — это то, что отличает любого креативного человека, ему все очень сильно интересно. Общительность — это как раз касаемо, что в чатах задавать вопрос, что вас ждет в будущем активная жизнь, которой я немножко завидую, это когда вы пойдете все учиться в учебные заведения, в любые, вас будут ждать и зазывать все форумы федеральные, Эмилия, я думаю, те, кто-то едут или, возможно, где-то еще будет рассказывать, она просто амбассадор
всех молодежных форумов, также ездила, увлекалась, потрясающая история, но многие люди просто боятся задать вопросы на этих форумах, пообщаться. Не бойтесь общаться, разговаривайте, и в целом не бойтесь подойти к каким-то людям, которым вам кажется, что вас там отошьют. Никто вас никогда не пошлет, не скажет, не разговаривай со мной, если вы подходите к специалисту. Ну, вот, например, как сделать так, чтобы я говорила без остановки очень много, это подойти и спросить у меня, а как пишутся шутки, а как пишется стендап. Настолько я люблю этот жанр, что я никому никогда, даже если буду супер занята, даже если я буду супер опаздывать, я, конечно, остановлюсь и обязательно вам об этом расскажу. И также любому специалисту, подойдя в его сфере, если спросив по его сфере что-то, какой-то вопрос, как правило, никогда вас не оставят без внимания. Поэтому общайтесь, задавайте вопросы, даже если вам кажется, что глупые вопросы, не бойтесь их задавать, набирайте вот это вот опыт знания вот откуда-то. Даже тот же мультипотенциал я получила просто работая на проектах, общаясь с людьми, и мы начали развивать, и я поняла, что не очень правильно в креативной индустрии держать в себя узких рамках одной специальности. Это не очень логично с точки зрения развития себя как профессионала творческого, и не очень даже с экономической точки зрения, что если человек хочет в будущем зарабатывать хорошие зарплаты, деньги, гонорары, он должен развиваться широко, вширь, не только ввысь. Вот, поэтому общайтесь. Сосредоточенность самое сложное для креативного творческого человека, самое сложное для всех нас, это то, что нужно все-таки сесть, сидеть. Здесь я вам порекомендую убирать гаджеты. Как бы ни было грустно, телефоны, какие-то отвлекающие темы. Я очень часто выключаю уведомления всех мессенджеров, и нужно себя самодисциплину делать, иначе мультипотенциал скатится на распыленность. Вот здесь как раз у меня написано, что важно удерживать баланс развития мультипотенциала и не съезжать в сторону распыленности. Как раз сосредоточенность, выстраивание своих маленьких целей поможет вам развить мультипотенциал. Ну и такое не самое главное, но очень важно снизить самокритику. Мы очень часто не задаем вопросы, не пишем в чатах, не задаем вопросы на каких-то больших встречах, не задаем каких-то там, не выходим на сцену, не предлагаем свои сценарии, тупо потому что нам кажется о том, что мы недостойны, мы как-то не так, что кажется, и мы, значит, самокритичны. На самом деле это еще доказал Андрей Курпатов. Это очень, конечно же, популярный психиатр российский, но у него очень большие есть хорошие исследования. И, значит, он доказал, что людям свойственно себя не любить, людям свойственно, чтобы мы сами себе не нравились. Это абсолютно нормально. Людям свойственно себя критиковать. Это наша физиологическая способность к тому, чтобы критиковать. Поэтому снижайте самокритику и выходите, проявляйте себя, и тогда вы будете расти как профессионал. Не бойтесь ошибок. Даже если у вас будет поражение, оно обязательно будет, конечно же, у всех, просто ищите в нем какой-то плюс. В любом поражении есть большой-большой плюс. Ну и самое главное, это работа по любви. Я о ней уже говорила. Обязательно делайте только дело, которое вы любите. Продолжим дальше. В завершение, те, кто очень хочет мыть полы, как раз-таки есть приятная новость. Мы уже завершаем. У нас уже прошло 40 минут нашей конференции. В завершении я дам маленькую затравочку и вернусь немножечко к команде креативной, то, о чем мы будем работать. Мы будем разрабатывать на очном этапе тех, кто пройдет проекты, но помимо этого мы еще будем учиться формировать свои команды с помощью известной теории цветов личности. Она очень известная, которую вывел Томас Эриксон. Если вам интересно уже сейчас почитать, то у нее потрясающее название книги, которая называется «Кругом одни идиоты». Просто очень люблю эту книгу. И Томас Эриксон вывел, что люди делятся в работе на 4 основных вида. Это очень глубокая теория. Но я сейчас, конечно, очень поверхностно скажу. Те, кто к нам присоединится в очном формате, будут учиться уже делать. Сразу отмечу то, что люди не делятся конкретно на красных, желтых. Это очень редкое вообще
явления в природе, если вы найдете чисто красного человека, чисто зеленого человека, они все переплетаются, это очень глубокая теория, но если пройти сейчас поверхностно, то бывает в каждой команде и в работе человек красного доминантного типа, это люди, которые принимают решения быстро, они действуют быстро, они очень любят распоряжаться, они очень много говорят, они очень много отдают распоряжения, это такие прирожденные руководители, прирожденные лидеры, и, как правило, делать они начинают прям сразу, им не нужно разгоняться, они прям берут, делают, разберемся потом, как это и главная визитная карточка, потом разберемся, начинаем запускать проект. Желтые — это вдохновляющие, это тоже люди, которые много болтают, это в основном креативные продюсеры, мои любимые в каждом проекте, которые придут, будут много лить воды, много говорить не по существу, потом вдохновленно расскажут о том, что в целом у него, вот он придумал, и когда ему команда скажет, ну, делай, он скажет, нет, вы что, я придумала, делайте вы. И эти люди часто на себя воспринимают все, что все обиды, поэтому в целом, на самом деле, не в обиду креативным продюсерам большинства телешоу, с которыми я сейчас работаю, в основном практически все креативные продюсеры — это желтенькие, они вдохновленные, они очень тонкой души, но эти люди как раз-таки придумывают много фишек, и без них, конечно же, тоже ни один крутой проект не состоится. Значит, зеленый — это стабильный, вот как раз-таки команда, по моему мнению, и я не помню, писал ли об этом Томас Эриксон, или это уже я к себе его присвоил мысли, но я считаю, что команда может быть без красного. Она будет очень двигаться медленно, она, возможно, распадется, но она может жить. Команда может быть желтого проекта, но он будет неинтересный проект, он будет сухой проект. Команда может быть без синего, это хаотичная команда, боже упаси, команду без синих. А вот без зеленых команда не может. Это стабильные люди, которые ухаживают за всеми, которые там и чай лишний раз принесут людям, и все сделают. Это люди, которые как раз-таки все делают руками, и все делают. Это очень спокойные люди, это вот максимально, это люди, которых очень любят в каждом проекте, без которого мы не справимся. Ну и синий — это аналитический склад ума, это таблички, это подсчеты, это если у вас есть в классах люди, которым русский язык дан вот прям вот просто с неба упало, не знают, как расставлять эти запятые, они вот так вот выкидывают, как обычно мы это делаем, то это вот синий, это стандартный признак синий. Он за 1 минуту находит все ошибки в тексте, он легко считает, он ведет аналитику. Есть прекрасный, любимый мой пример, который рассказал Томас Эриксон в своей книге, о том, что если в офисе прольется вода, лужа с водой, то красный подскользнется на ней, тут же найдет виноватого и тут же даст приказ ее вытереть, эту лужу. Желтый тоже подскользнется, обидится, воспримет это на свой счет и пойдет всем коллегам рассказывать, какая же это лужа неприятная. Синий проведет большую аналитику, поймет, что пролилась вода из такого-то там мешка, мешки у нас бракованные, проведет всех подрядчиков, проверит и определит проблемы вообще в экономике этой команды, но ничего не сделает, потому что он занимался аналитикой. И вытерет всего лишь зеленый и пойдет дальше. Вот это прекрасный пример, который я люблю. И вот здесь как раз здесь отметили, что повезло тем, у кого есть все цвета, как раз Анжела сказала. Но вот как раз об этом и идет мультипотенциал, что все цвета можно у себя развивать. Об этом говорил и Томас Эриксон, об этом и говорит в целом история мультипотенциала. Если и вот эти способности вы будете развивать, но очень важно в своих проектах также включать, вот, например, я отчасти, люди не бывают одних цветов, они сразу смесь обычно 2 цветов. И вот я человек смесь желто-красного. Я люблю болтать, Эмилия вот знает меня прекрасно, если не идет вебинар, я не по делу болтаю много, я вдохновляюсь, но единственное, я делаю и раздаю тоже также указания. И рядом со мной всегда стоит мой заместитель, прекраснейший, потрясающий синий, который аналитически все складывает, проверяет, но заводится, конечно, он не с первого оборота и даже не со второго, но без него наша команда не сможет. И я, в свою очередь, развиваю мультипотенциально также и синюю аналитику. То есть я учусь складывать все по папочкам, я учусь проверять, я учусь это все делать. Поэтому я желаю вам развивать мультипотенциал,
читать, изучать. И, конечно же, жду вас всех на очном этапе, кому будет интересно, кто продолжит путь. Напомню, что мы, конечно же, подарим там самым активным книги, и параллельно с тем, что мы будем развивать ваш проект, я донесу, как раз расскажу вам и теорию цветов, и еще поглубже мы уйдем в мультипотенциал, чтобы вы, уйдя, научились в творческой индустрии развивать эти темы. Ну и обязательно буду рассказывать все федеральные практики разных творческих направлений. Теперь у нас будут вопросы, если у кого-то остались вопросы, но пока я расскажу о том, что вас ждет дальше. Сейчас вам нужно будет обязательно написать видео-визитку, которую вы отправите как раз-таки уже к организаторам, которую мы будем очень сильно ждать. Значит, видеовизитка должна быть до 2 минут и обязательно отображать о том, о чем ваш идет проект, цели, задачи, востребованность. Я здесь написала, вы можете прямо сейчас сфотографировать технические требования, но я уверена, что организаторы скинули вам положение и, возможно, даже еще раз продублируют, чтобы вы знали, как до 2 минут. Больше обычно не надо. И просто, опять же, от сердца, от души расскажите свой проект, и тогда этого будет достаточно, чтобы было понятно, что это такое. И видеовизитка должна обязательно иметь заставку, задержание названия этого проекта, сведения обязательно от вас, ваша фамилия, откуда вы, из какой школы и что за проект. И уже по итогам рассмотрения мы вас будем все ждать на очном этапе и работать дальше над проектом. Если Эмилии нечего добавить, то я буду с удовольствием ждать ваших вопросов. Есть что добавить. Да, единственное, отмечу момент, что, да, чтобы если остались вопросы, я также буду готова ответить на вам еще и в Телеграме. Так, куда вернуть? Вот как раз-таки по поводу видеовизиток тоже прокомментирую. Ребят, на самом деле положения о проекте вам всем были направлены в ваши школы, поэтому ваши заместители директоров, либо старшие организаторы, то есть те, кто, в принципе, вам направил для участия в данном проекте, у них вся эта информация есть. Соответственно, просто сейчас вы уже можете начинать думать о том, какой проект, да, какую идею вам было бы интересно для себя реализовать. То есть если Ясмина говорит, что ей интересно там театральное искусство, то как раз-таки Ясмина может в этом плане подумать, что, может быть, она какой-то хочет провести, не знаю, там, фестиваль уличного театра у себя в районе, в городе. Если кто-то говорит там про экологию, то Павел тоже может подумать, а как он может реализовать там какую-то экологическую акцию только с применением креативных индустрий. Может быть, это будет какой-то комплекс социальных роликов, тематики и так далее. То есть здесь как раз-таки вы именно в видеовизитке записываете себя и рассказываете свою идею. В любом случае все, так скажем, технические моменты, они у вас будут указаны в положении. Положение есть у ваших заместителей директоров школ. Ну и я думаю, что так как у нас сейчас вопросов в чате не осталось, мы достаточно плотненько пообщались. Я думаю, что на этом мы можем тогда пока что, Оксана, с тобой прощаться. На самом деле я буду рада видеть вас, участников, уже очно в Уфе. Я думаю, что к нам дает как раз-таки самые заинтересованные и замотивированные. Те, кому нужно мыть полы, они будут делать то, что им хочется. Поэтому всех обнимаю. Была рада видеть с вами, пообщаться, познакомиться. Всем хорошего дня. Оксана, отдельно благодарность. Да, взаимно, была очень рада вам рассказать. И буду рада со всеми увидеться. И может как раз следующий слайдик, где у тебя QR-кодики. Да, смотрите, если у вас остались вопросы или вы постеснялись спросить, то мой телеграм-канал пишите, телеграм правый, обязательно расскажу, а телеграм-канал как раз-таки, если вам интересно, как развивать мультипотенциал и как не бояться, как раз-таки недавно я начала развивать такую способность у себя, как написание статей с точки зрения СММ, завела канал, и вы увидите, что у меня, имеющего опыт руководства довольно-таки большой СММ-командами, большой уже на больших федеральных проектах, тоже может не получаться. Я просто беру и делаю. Кому будет интересно смотреть за путем, подписывайтесь. Но здесь главный мой телеграм. Если остались вопросы, пишите, я с удовольствием вам отвечу. Все, тогда всех была рада видеть. Да. Всем хорошего дня. Спасибо еще раз большое, Оксана. Хорошего тебе дня. До встречи. Всем до свидания.
You are currently the only person in this conference.